Провел один профессиональный бой, а одна победа, 0 поражений, 0 ничьих. Представляет клуб Изат Тим, тренер Изатило. 22 года этому узбекистанскому бойцу, и будем ждать, какой же результат покажут нам бойцы в конце этого поединка. Итак, ну если говорить об этом поединке, конечно, мы сейчас увидим классический поединок, так сказать, бойца, боксера против грипплера, точнее против борца. Ну что ж, да, классический поединок, в частности, есть извечный вопрос, старый, как и наш мир, кто сильнее, борец или боксер. Ну что ж, давайте понаблюдаем, наверное, этот поединок все-таки ответит на наши вопросы. Итак, напоминаю, что узбекистанский боец в черных шортах, а наш боец в черно-белых зеленых шортах. Итак, сразу же забирает центр октагона наш боец Абдувасу Улу Алмамбет. Ну что ж, Алмамбет, давай, покажи нам уроки бокса. Итак, так, прямой удар по корпусу, очень точный, очень такой нацеленный удар, но все-таки, конечно, больших проблем не принес. Так, дергает он узбекистанского бойца. Так, а все-таки интересно, получается, узбекистанский боец является чемпионом Узбекистана по грипплингу, но пока что не спешит он переводить бой в партер. Интересный момент. Так, ой, какой прямой кросс, прям с оттяжкой. Было видно, как он вкладывал в этот удар силу, но вот не попал. Выцеливает, выжидает Алмамбет, конечно. Ой, какой классный удар сбоку-то. Все-таки у боксеров, конечно, тайминг получше, и кардио у них очень хорошее, в отличие от борцов. Но не будем забывать, что у борцов, у грипплеров очень высокая взрывная скорость, поэтому отдать предпочтением одному из них, конечно, очень сложно. Итак, боковой, двоечка в исполнении, 2 боковых удара, и все они прошли. Так, лоу-кик, такой легкий лоу-кик по передней ноге, и, честно говоря, он по большей части пытался закончить серию боковых ударов именно лоу-киком. Так, лоу-кик в исполнении узбекистов. Ой, какой классный боковой правым. Ой-ой-ой, еще один боковой. Ну что ж, видно все-таки, что школа бокса все-таки дает о себе знать, как Алмамбет очень грамотно проводит бой в стойке. Так, еще ждем комбинации. Итак, отлично. В отходе он зацепил узбекистанского бойца правым боковым. Вообще, я так понял, рабочая нога, хотел сказать, рабочая рука у отечественного бойца, конечно, правая. Видно, что он все очень много акцентированно бьет именно правой рукой. Левую он, так сказать, вытаскивает и правым заканчивает. Ой, тут уже левый удар. Ну что ж, ждем обратно удар по корпусу. И так, какой встречный удар правым, а? Отлично, отлично. Итак, очень грамотно действует Алмамбет, как бы не сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу. Итак, ждем. Выжидает сейчас Алмамбет. Пытается сейчас закрыть обзор. Фронт-кик в исполнении узбекистанского бойца. Честно говоря, никаких таких дивидендов это не принесло. Но, тем не менее, пытался он здесь что-то придумать. Удар по корпусу. И прям сразу откинуло сейчас Сарварбека к сетке. Прижимает, не дает ему пространства для маневра. Это правильно. Еще один удар по корпусу. Пытается сейчас сделать из печени Сарварбека отбивную Алмамбет. Уважаемые телезрители, напоминаю, вам кажется, что эти удары такие слабые, тычки, но если говорить о силе удара, конечно, то это очень сильные удары, и, надеюсь, вам не придется познать такие удары вообще на себе. Итак, так, двоечка, еще раз двоечка. Отличный размен, но оба бойца промахнулись, не попали. Итак, очень динамичный бой. Так, еще раз удар по корпусу, прямой удар. Честно говоря, очень часто пропускает по корпусу Сарварбек. Видно, что в стойке он, конечно, уступает Алмамбету. Ну, ой-ой-ой, нокдаун, добивание. Очень брутальный гранд-энд-баут. Ой-ой, так, хай-кик вдогонку. Я бы сказал, даже сокер-кик вдогонку. Ну что ж, ох, классный бэкфист в исполнении Сарварбека. Отличный бой, отличный поединок показывают нам бойцы. Итак, сразу видно, что Алмамбет сейчас не намерен заканчивать поединок решением судей. Пытается он сейчас выжидает, выцеливает, чтобы закончить бой техническим нокаутом или же нокаутом.
Один нокдаун у него есть. Лоу-кик. Нужно работать серией. Серия, Алмамбет. Так, удар по корпусу, боковой по голове, но вот все-таки не попал. Если бы попал бы, то этот удар, конечно, потряс по Сарварбека. Прямой тычок, прямой удар, кросс, короткий кросс на подходе. Итак, левой пытается сейчас обмануть. Серия сейчас. Так, правый, левый прямой, правый боковой. Классический боксерский, так сказать, навык. Так, попытка прохода в партер в исполнении Бариева Сарварбека. Итак, размен, клинч, разрывает дистанцию Алмамбет. Итак, ну что ж, ждем. Очень интригующий поединок. Итак, свистит звонок и заканчивается первый раунд. Отличный первый раунд, отличный поединок. Что скажете, коллега? На бірінші раунд ошон соңына чыкты. Кесиптешим Адилетовна башында сыра салып эле, чындыгында мушкер бокс өкүлү кыйынбы же күрөштүн өкүлү. Чындыгында таң калыштуусу Сарварбек Бариев ошентип таптакыр бутка киргенге, белге киргенге аракет кылган жок. Эң акыркы секундаларда гана бир ирет аракет кылып көрдү, анысы 300 ашкан жок дагы. Ошентип чындыгында мени таң калтырганы Сарварбектин ушул стойкада туруу абалында атаандашына каршы беттештүү өткөрөм деп ойлогону. Бул тактика ал үчүн таптакыр туура эмес. Андыктан азыр секундантардын кеңеши менен Сарварбек экинчи раундту деп жаткан учурда, демек анын секунданты тескерисинче беттешти токтотконго буйрук берди. Биз Алмамбет Абдыбасы уулун жеңиши менен куттуктайбыз. Сарварбекке таптакыр мүмкүнчүлүк калтырган жок. Толугу менен 100% артыкчылык менен ошентип жеңишке ээ болду Алмамбет. Азамат келечеги өтө кең. Буга чейин 5 ирет жеңишке ээ болгон болсо, азыр 6-чы жеңишти камсыз кылды. Эми расмий чечимди угуп коелу. Валентина Шевченко чыкты. Бир тууганы азыр ушул Алмамбет Абдыбасы уулуна жеңиш